Приветствую всех. Сегодня у нас 183-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 20 декабря 2025 года, 19 часов 1 минута по Берлину, по Брюсселю и 21 час 1 минута по городу Джахару. Сегодняшний свой стрим мы назвали «НАТО. Следующая цель России?» вопросительный знак. Об этом и многом другом давайте поговорим. И все те, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. А я сразу вам передаю слово, как обычно. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья, кто нас будет слушать и кто здесь будет с нами, как говорится, в диалоге. Сегодняшняя ситуация такова, что мы видим, что происходят какие-то движения. То есть началась та движуха, о которой говорил Путин. Они надеялись, скорее всего, похоже, надеялись через своих посланников, которые Дмитриев или другие, которые Путин посылал в Вашингтон, и они 28 пунктов выдвинули, где было сказано о том, что Украина должна отдать те или иные территории, что должна пойти на уступки, что она пойдет на обмен. Ну, что это было? На самом деле это было как бы сдача территории и поражение со стороны Украины. Такой документ подписать президент страны Зеленский не имел права. С точки зрения Конституции не имел права, и с точки зрения моральной стороны тоже, конечно. И народ украинский тоже, был какой-то опрос населения, насколько он верный, знаю. Более 70% были против этого по опросу населения. В итоге получилось, что дело обстоит так, что Украина оказалась в такой тяжелой ситуации, и у нее нет возможности решить проблему. Собственно говоря, ее как бы в угол зажали, и у нее не было возможности решить вопрос финансирования этой войны. Сейчас зима, потом снова следующий год, потом еще на 2 года им нужно было, как говорят, нужно было, чтобы у них было финансирование. И этот вопрос решался, и думали, что вопрос решится за счет тех активов, которые находятся в Европе, 350 миллиардов долларов, которые находятся в Европе, которые в банках лежат, так как Россия напала на Украину, эти деньги российские используют. Но там было столько проволочек, что некоторые были страны, там, Венгрия, Чехия, там, еще какие-то там, Болгария где-то там, они были подсомнительно, в этом вопросе, на них не было никакой надежды. Хотя были и другие варианты, которые говорилось, что Урсула фон дер Ляйен, она может решить этот вопрос как бы своим росчерком пера. Но при дальнейшем полностью рассмотрении этого вопроса оказалось, что это не так. И в конечном итоге была такая ситуация, что не знали, что делать. И 2 варианта было. 2 варианта. Эти 2 варианта, первое, то, что я сказал, и второй вариант, это был вариант выплатить эти деньги Украине, потому что они нужны сейчас. А первый вариант, который мы говорили, это можно было масса проволочек, которые могли месяцами, а то и годами, в общем, могли эти деньги считаться, что их там выдают, а они не были. Тогда Евросоюз пошел на такой шаг решительный. И, скорее всего, я думаю, он пошел на это не только лишь потом, а и потому, что понимал, что если Россия захватит Украину, и дело пойдет дальше, то обязательно
они будут двигаться в направлении Европы. Это у них планы есть. Они всегда свои планы предупреждают. И они делают так, как будто бы вот они говорят открыто. Казалось бы, что это не может быть, потому что, наверное, они пугают. На самом деле они вот эту предоставляют информацию о своих планах, и потом их реализуют, стараются. Вот империя вот такая. Надоело это и нам, когда мы вот боролись против них на территории нашей республики. 5 агрессий было. И мы всегда видели, что вот казалось каждый раз, и мне вот я помню, когда в первый раз они на нас напали, мне казалось, что вот их бомбежки, все это, что они пугают нас. Но уже потом, в дальнейшем я видел, что это уже можно забыть о том, что это пугалки, это настоящие, значит, их планы. Так и здесь они пытались сейчас вот так вот надавить на Украину. Оказывается, если верить информационным источникам и разным политикам, оказывается, это был какой-то сговор, который был у Путина и Трампа. В чем заключалась его суть? Это мы поговорим потом, дальше. А сейчас вопрос в том, что Европейский Союз решил эту проблему и немедленно, собственно говоря, ну, я говорю, не вчера, сегодня, но в течение, может быть, сразу этот вопрос решается, и мы выделили 105 миллиардов долларов. 105 миллиардов долларов. Это внушительная сумма, и это как раз есть то, на что надеялся, скажем, Путин и его команда, что им не удастся получить эти деньги, не удастся снять деньги с их здесь запасов в Европе, потому что даже и глава, премьер-министр Бельгии вообще выступил против и говорил, что нельзя это делать, иначе, если будете делать, давайте все мне подписывайте какие-то юридические документы, которые в случае, если Россия затребует, что вы это все нам вернете, и что я не окажусь один. В смысле, Бельгия не окажется одна. И здесь вот пошли такие вот сомнения. Многие страны, даже там и Франция, и Италия, и другие воспротивились этому. Поэтому вот было принято решение, это как прецедент, в котором сейчас они выдают как бы в счет себя, значит, выдают, Евросоюз выдает им эти деньги, и эти деньги идут по той причине, что вот война может прийти и к ним. В этом нет сомнений, они так об этом и говорят, и здесь они, конечно, нашли общее согласие. Но другое дело, что они взяли и заморозили эти деньги, которые лежат у России, они приняли решение заморозить их навечно. И если, значит, не будет там 70% европейских стран, которые проголосуют за то, чтобы их выдать назад России, что выдавать их не будет. И что этих денег в будущем могут погашаться эти кредиты, которые сейчас выдает Евросоюз Украине. Украина сама платить ничего не будет. То есть, собственно говоря, сейчас Украине даются вот такие вот суммы денег, и теперь она уже может и закупать оружие, она может решать проблемы. Это была главная проблема. А Путин и его команда, они сейчас в унынии. Они дошли до того, что начали обвинять всю Россию, Европу, начали их называть поросятами, оскорбительные. Но это, знаете, бандитские штучки выкидывают. Вот эти поросята, это то, обвиняет всех европейских лидеров, что они не способны, они такие не понимающие. А Путин этот, который сидит там, очень, очень способный, понимаете? Поэтому в этом вопросе такая вот ситуация, такая, недомолвки такие. Сейчас вот Россия там ищет разные снова пути, снова посылает своих гонцов в Америку, они сегодня, кажется, там. Но у меня нет никакой информации, что они там с этим Дмитрием и другие встречаются с Кушнером и
зятем этого Трампа. Трампа. И вот так получается, что ситуация, все бы, что бы то ни было, главное, что вот этот сильнейший удар по этой надежде, которую питал Путин и его гоп-компания, нанесен. И Украина может теперь вот свободно вздохнуть и организовать оборону. А Украина показывает сегодня вот, ну, отвагу, их народ, их воины, они бьются, и они нисколько не думают сдавать. И то, что вот 70% выступили против того, чтобы отдавать им эти территории или заморозить на время, это говорит о силе духа украинского народа. Это говорит о его решимости не сдаваться и не становиться рабским племенем для этой империи, новой путинской империи. Вот о чем идет речь в принципе. Теперь дальше, если вот говорить о том, что же теперь собирается делать Путин, что же собирается делать Трамп, здесь вопрос так стоял. И мы с вами знали, об этом говорили, что в принципе сам Трамп, он хотел установить отношения, близкие отношения с Россией. И мы это тоже раньше говорили, но никак не получалось, потому что Путин уже давно нацелился и как бы являлся под пятой, так скажем, если так можно, у Китая. И никак не мог оторваться от того, что они вот, оторвались бы, скажем, от Китая, который Трамп и Соединенные Штаты считают своим главным соперником, и о том, что в будущем может быть, в общем, схватка, война именно с Китаем. Вот они это предполагали. И здесь у Трампа он был готов сдать, как получается, и Украину, и все на свете. И ему нужна была Россия для того, чтобы вместе с ним объединиться против, можно сказать, Китая. Это не получилось. Это не получилось, и теперь Путин сам сожалеет, говорит, я сожалею, что так получилось, я говорил с Дональдом, Дональд там обещал, у них не получается, но эти поросята, они вот такое сотворили. Очень смешные вещи, если говорить по-серьезному. Очень смешные вещи для того, чтобы вот думать вот на таком уровне. Люди сидят, тысячи людей убивают каждый день. И совершенно на это не смотрят. Им наплевать. Это как тараканов они, да, и так они и действуют. Несмотря на то, что ты там братья украинцы, не братья мусульмане или другое, ничто их не вот. Их волнует только то, что они хотят сидеть у этой власти и никому эту власть не хотят отдавать. Вот в чем дело. Путин, конечно, об этом больше всего сейчас озабочен. И Трамп в этом вопросе. А оказывается, хотя это и было известно, но есть такая ситуация, в которой сейчас Путин уже там готовится где-то там на разных там площадках, они уже готовят испытание атомной бомбы очередной или еще что-то там, показывают, что они будут там, значит, испытания делать, или где-то они дали атомную бомбу, перетащили к этому Лукашенко в Беларусь. Вот же такие вот идут движения, чтобы пугать мировое сообщество, пугать эти страны и нас с вами всех пугать. То есть они так говорят это все, как будто они сами бессмертны. А Путин и его команда больше всего боятся смерти. Они-то, обладая этими миллиардами и всем этим властью, меньше всего хотят умереть. Так что они ведут себя как-то, знаете, как-то несерьезно. Это видно. Но в то же время мы можем понять, что это связано с тем, что, оказывается, в феврале месяце, дату сейчас я не помню, заканчивается вот этот договор, который был подписан между СССР или Россией
о, значит, неприменении ядерного оружия, все такое в феврале месяце. Дата 20 или 24, не помню сейчас дату. И вот эта дата подходит сейчас. Вот в связи с этим и тоже вот взволнованы и думают о том, как же быть, что делать. И Трамп может думать, что он может действительно какой-то там номер выкинуть, этот Путин. Если он возьмет и не подпишет этот договор, не продлит его, не пролонгирует. Вот такая ситуация. То есть сейчас переходит ситуация в такие рамки, в котором говорится, что вот Путин и там еще этот их каналы первый и второй, эти каналы там активно они сейчас вот пропагандируют, что надо нанести удар по Европе, надо нанести туда, сюда, удар, указывать какие-то города, за сколько минут долетит туда эта ракета с этими боеголовками атомными, здесь сколько это будет. То есть вот такое идет напряжение, но и сейчас мы не знаем, что будет и что Трамп будет говорить сегодня по, ну, по итогам встречи, которых людей, которые послал в Вашингтон Путин. Уже, в принципе, вот такое дело. И еще здесь я хочу насчет Китая. После того, как вот такой вариант вот был принят Европейским Союзом, это как бы, значит, сейчас ситуация так складывается, это как прецедент. А, Получается, что если Китай, он, видно, думал, если сейчас захватит Украину, то потом можно и Тайвань взять. Но получается, если Китай нападет на Тайвань и начнет там его захватывать, то теперь есть прецедент того, что можно говорить о том, что китайские вот эти деньги, которые лежат в разных банках мира, а их у него очень много у Китая, то у него это могут изъять. То есть сейчас есть прецедент, и это становится как бы вопросом, который он должен заплатить будет за эту агрессию в любом случае. Притом заплатить не судиться там годами, десятилетиями, а немедленно могут быть сняты эти деньги, и тот ущерб, который он нанесет, допустим, как сейчас в России, который он наносит Украине, а в том случае, в другом случае, если какая-то другая страна также сделает, эти деньги могут быть заморожены, и в счет этого может быть как бы, значит, решаться вопрос выплаты этих репараций. Ну, коротко говоря, вот такая сейчас позиция сложилась в отношении этого вопроса. Но самое главное, что сейчас для Украины и для нас с вами это хороший такой вариант. И мы надеемся, что в перспективе ситуация развернется таким образом, что российские войска будут выдворены со всей территории Украины, начиная от Крыма и дальше. То есть ни на одной пяди земли не будет отдано, и тогда, в принципе, эта страна, это агрессор, он и так объявлен агрессором, и как там было сказано, что он инициатор террористических актов или пособник там террористических актов. Это все потом отразится, и за это России придется заплатить, и это будет также вменено в обязанность любой другой страны, которая может организовывать вот такие незаконные нападения с внешней стороны или другие какие-нибудь преступления. Вот на этом давай, Аслан, дальше, кто вопросы есть, поговорим еще. Вопрос от Усмана Адаева. Вопрос. Считаете ли вы выделение денег Европой переломным моментом, что может изменить ход событий? Да, я же сказал об этом, что это прецедент, такого раньше не было, потому что там очень много разных проволочек, что так или так. Сейчас принято решение, и эти деньги, которые сейчас выделены, это не деньги самой России. Это деньги, которые этот кредит как бы выдал Европейский Союз. Это свои деньги. Так? Но в счет эти деньги
а за российские деньги заморожены, и притом на неопределенный срок. И потом имеется в виду, что в счет этих денег и будет погашен этот кредит, а сама Украина не будет ничего платить. Вот такая ситуация. Мгм. Вот это было сейчас принято, и это считают очень большим достижением Европе и ЕС, и везде вот все об этом говорят. На самом деле это так. Украина освобождается, то есть бесплатно она получает и оружие, и восстановление, и ведение войны сейчас, и деньги, которых у нее нет. На нее напали, с нее вот это все, столько все поубивали, разрушили почти всю страну, и теперь еще с нее деньги просить или требовать, это, ну, неверно, это несправедливо. И этот вопрос как бы сейчас решается. Ну, собственно говоря, решился. Я считаю, что это очень правильный и, не знаю, продуманный шаг. Мне так. Да, спасибо, Аяд. Я включил опрос для наших зрителей YouTube и задал Да, тот же самый вопрос, который у нас называется сегодняшний наш стрим. да. А НАТО — следующая цель России, вопросительный знак. И из проголосовавших 2/3 ответили, что нет, а 1/3, 35%, что да, НАТО — следующая цель России. Как вы считаете, мы уже неоднократно об этом говорили, но если, например, война остановится, о чем сейчас многие говорят, что вот в январе сейчас может быть заморозка, приостановка по линии соприкосновения, как вы считаете, в случае, если остановки этой войны, все-таки Россия посмеет напасть на НАТО, или же произойдут какие-то другие события, например, связанные с Кавказом, что на нас они нападут? Вот каким Ну, образом? на нас нападать сейчас резона нет, в принципе. Это она может делать для того, чтобы где-то оправдаться, кто виноват или не виноват внутри страны или там вокруг. А здесь у нее столкновение с Западом, столкновение с европейскими странами, Америкой, со всеми, Мгм. фактически так идет. И поэтому она сейчас занята этим вопросом, но в то же время а, я думаю, что я же сказал, что Путин и эта команда, они не посмеют это сделать, потому что они в первую очередь сами погибнут. Они погибать не хотят. Их дети, их родственники, и все вот эти вот то, что они закупили в Европе, по разным там курортам, повсюду. Это все, конечно, будет аннулировано. Об этом уже говорят. Это будет все аннулировано, конечно. Это все будет, значит, стерто, скажем, с их счетов, и все. Если даже у них что-то взяли, у них все равно очень много еще осталось. Это не все. Мы же думали, когда там разные санкции, все это сделали, все теперь Россия. Нет, оказывается, ничего. Это просто был такой предупредительный как будто шаг. И сейчас вот, ну, скажем, их доход или прибыль их, она со 100% уменьшалась по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Было до 50, теперь до 30%. Но все равно полностью оно как бы, значит, не оголялось, так? То есть ее так или иначе Китай или Индия или другие страны или этим тайным своим флотом она потайно продавала, она, и хотя все это знали, все это делали. Теперь же они как? Вы знаете, что бы то ни дело, теперь это все как бы уходит в сторону. Деньги для Украины есть, по крайней мере, на 2 года. А за 2 года мы сейчас видим, как Украина активно по всему фронту гонит, как говорится, траншеи российских солдат. И они сейчас идут активно. Все, что они-то забирают. И Трамп даже сам, говорят, заявил уже, вот смотрите, Украина уже активно гонит русских, как говорится, с поля боя. Оно и так и будет, потому что сейчас мы видим вопрос о том, что победит ли Россия или не победить, в любом случае она должна быть, или другая страна, любая, которая нападет на другую страну с внешней стороны и незаконно будет агрессором, он должен платить. Вот это было сейчас принято решение. А если он нападет и начнет бить там, они говорят, вот ударим сейчас по Украине атомной бомбой. Помните, нас пугал этот Жириновский, этот фашист, который
Вот надо кинуть на них атомную бомбу, на чеченцев. Помните, наверное, помнишь, Аслан, Да-да. да? Еще там еще говорят, мы сейчас вас всех погоним, все такое. Но чтобы они не говорили, как бы то ни говорили, мы эту армию, эту вот пошлую армию, безнравственную, 4 раз изгоняли со своей территории. Дело в том, что современное международное право, оно есть, ее принципы верны, но в то же время это недостаточно для того, чтобы оно как-то, значит, реализовывалось, и чтобы это современное международное право, чтобы оно работало в пользу везде, где нарушено права, скажем, той или иной страны или народа. Нет, она не работает. Она вот как такая, знаете, тягучая, слабо двигающаяся машина или какой-то что-то такое двигается, нужно, чтобы решать 1000 решений, 1000 предложений, и все вот так вот, понимаете, вот. И при том это в международном праве сейчас, как мы знаем, до сих пор там сидит и решает в Совете Безопасности, сидит в Кремле, то есть Кремль сидит. Он может отменить любое решение, которое принимается на этом уровне. Вот эти все вещи, они должны, наверное, будут отрегулированы сейчас, после вот того, как мир сейчас поворачивается в сторону того, что нельзя допускать вот такие вот действия, которые сегодня творит Кремль. А на него смотрят и сидят другие же государства. Ну, к примеру, Китай, но есть и другие страны. Даже и сама вот эта Америка, там она пытается захватить там Гренландию, не пытается, но заявляет, и там есть Венесуэлы, другие эти вещи даже говорить, чтобы невозможно было. Вот о чем идет речь. В принципе, вот эти вот хотелки или пугалки, которые сейчас устраивает Путин, это никого не волнует, кроме того, что чтобы как бы они случайно что-нибудь там не выкинули какой-то номер, сами того не зная. Поэтому за ними надо следить внимательно, что они делают и как они будут вот это дело, как говорят, сейчас отстаивать свою вот эту пошлую линию, пошлую человека ненавистническую линию, они вот так вот пытаются протащить сейчас. Так что Совершенно вот верно. такой ответ, Аслан. Ладно. Вот Россия усиленно запугивает Запад. То дроны Да. залетают, то диверсии, то теракты. Вот сегодня буквально Deutsche Welle опубликовала статью, в которой указывается, что 145 диверсий Россия организовала с начала широкомасштабной вот этой войны России против Украины. Для чего это делается тогда, если они не собираются нападать? Для чего они это делают? Но это их способ, это диверсия, это их способ, это их метод. Они начиная, вот у нас, я помню, начиная с 91 года, с 8 ноября, они засылали нам на диверсантов, засылали нам разные, значит, своих солдатов, и не раз, два, три, четыре, пять. Эти диверсии, это чтобы пугать людей. Это как раз-таки и есть метод терроризма, возведенный в ранг государственной власти. Вот они этим занимаются. А что такое терроризм, мы знаем. Поэтому они пугают, вот с этой точки зрения пугает народ. Народ начинает, там некоторые начинают, вот лучше бы сдаться. Некоторая часть народа бывает такое, особенно те, которые жируют. Они начинают, там, говорят, ну, сдаться, или потом идут к ним в плен, или служат, потайно служат агрессору, как мы с тобой знаем, и здесь, на Западе, и там. Есть вот эти случаи, и в Украине это есть, да, в любой стране. Любой народ, он устает от этой войны. Но нужно, чтобы эта война, которая вот так тебе навязывается, прежде чем начать, напугать людей, а потом еще бомбить, посмотри, что делает Россия. Она убивает украинцев, они просто мирных людей убивают. Братьев своих, как они говорили, мы единый народ. Братьев своих убивают. Не смогла договориться Россия с Украиной, которая братский народ, как они говорят. Никакие они не братья никому, они не братья даже не своему, власть, которая там даже не братья своему русскому народу, который он оболванил в
собственно говоря, он был оболванен еще с многих веков вперед. Но есть там, конечно, люди, которые понимают, но они совершенно ничего могут сделать сейчас в этих Мгм. условиях в самой России. Поэтому и вот эти вот диверсии, провокации, вот эти обманы, вот эти ложь, клевета — это их способ, их метод для того, чтобы, значит, незаконным способом, значит, вот захватить чужие территории или захватить какие-нибудь себе блага. Вот что идет вот этим способом, Аслан. Мгм. Ясно. А вот раскачивание ситуации внутри европейских стран, что во Франции они проводят постоянно какие-то митинги, провокации, подстрекательства, то в Германии, то вот в основном это Германия и Франция, ну и в других местах тоже. Для чего это делается? Неужели они считают, что у них получится свергнуть режим и установить Но свою... ведь ты же знаешь, вот это сейчас здесь и во Франции, и во всей Европе, они сейчас, вот сейчас, там вот сейчас день Рождества, вот 24 в ночь, так? Да-да. Они все это отменяют, все это делают, они говорят, что эти бандиты, они сейчас что-нибудь сотворят, давайте закроем. И народ начинает волноваться. Из-за кого мы волнуемся, из-за чего это все, почему и как. И вот начинают вот эти митинги, пойдут тогда митинги вот так против, скажем, этих нехороших мусульман. Они не говорят, что это вот, а исламские говорят. Если это зачем говорить исламские, я понимаю, что они в этом деле, им надоело это все. Но исламские и мусульмане не все же плохие, не все. Это есть определенно кучка людей, которые используют религию для своих целей. Это есть многие из них фанатики. Эти фанатики, они очень хорошо преображаются. Они из себя выставляют, значит, чуть ли не демократами и такими хорошими, некоторые из них. А потом на самом деле готовят. И поэтому они это боятся. И народ сейчас в этих странах, европейских странах, начинает движение. Вот в Лондоне было сколько это, неделю назад или два, там чуть ли не все это сотни тысяч, мне кажется, людей вышли и требовали, чтобы всех вот, кто приезжает туда к ним, чтобы политику миграции изменила власть и все такое. Ты видел это все, да, или нет? Это Да-да. огромно, я вообще был удивлен. Но мне кажется, такого митинга я не видел вообще. Правда, я видел митинг вот на днях, был в Вильнюсе, там весь, чуть ли не весь народ столицы Вильнюса вышел и тоже требовал, обвинял власть, которая там есть, что они чуть ли не прокремлевские тоже. Это бывает движение, и понятно, что в этих странах тоже вот эти процессы идут, потому что здесь они чувствуют, смотрите, цены на товары, продукты, на обслугу, на все как бы увеличиваются. Отношения между людьми, которые вот живут рядом, все, значит, между ними становится более подозрительным. То есть это как раз та ситуация, которые могут раскручиваться и могут вот так вот использовать Кремль. А сам-то Кремль, посмотрите, мальчика 10-летнего убили, это же кто убил? Это же Путин убил, это его политика, это же его высказано, будем мочить в сортире. Это Да. он говорил про чеченцев, так? А это он говорил про всех. Теперь Да. он не только будем мочить, кстати, будем убивать и детей. Помнишь, они принимали решение, там сидел, кто этот генерал, не знаю, какой фамилия, не знаю, который был, он говорил, что надо детей от 10 до 65 лет, 65 лет убивать мужчин, чеченцев. Вот как они открыто на телевидении. А это что такое? Это ж фашизм, это же нацизм, это что? Эти люди приехали сейчас, вот я смотрю передачу, смотрел, они там ведут передачу и говорят там по поводу того, что якобы, значит, в Оренбурге или где-то там они провели такую массовую, значит, кампанию по ловле или по изгнанию там мигрантов.
и Мгм. всегда называть там башкиры, казахи, узбеки, чечены. Так чечены-то, они же как бы считают их членами своей страны, но в то же время они чечены. Да, мы действительно не являемся частью России, наша территория оккупирована. Они этим самым признают наше государство как государство, которое оккупировано, с одной стороны. А с другой стороны, у них нет никакой совести, они вот так вот себя ведут. Они против других это будут вести. Вот детей убивают. А мы говорим детей, они же каждый день, вот сейчас вот пошла их какая-то там компания нацистов. Они уже вышли, целые митинги, мол, в поддержку. Вот я сегодня видел там. Вот целое шествие. А это как они вышли? Как они идут? Кто их послал? С какими-то там марками или какими-то эмблемами? Так это же работа власти. Это работа с... Если власть не хотела бы, это не... Почему они не взяли, не арестовали? Почему они меняют политику? Не меняют. Вот что просто... Вот это империя такая. Власть, которая находится в России, это имперская власть, это античеловеческая. Она держится на том, что она сидит на штыках с одной стороны, с другой стороны она сидит на столкновении интересов или противоречий, которые она устраивает в своем обществе. А ему очень хорошо, когда есть еще люди другой национальности, допустим, ну, башкиры, татары, ну, все там калмыки, чеченцы, кабардинцы, как ни называй, и все их может тоже стравливать, и на них натравливают русских, а этих натравливают на русских. Вот на этом они держатся. Вот в этом вся и причина, Аслан. Мгм. Спасибо, Аят. Вот вы про этого мальчика сказали, десятилетнего. И, знаете, такая интересная аналогия, страшная аналогия прослеживается от 24 августа, День независимости Украины, когда Алексей Титов, высокопоставленный полковник или подполковник, офицер ФСБ, с предметом, взрывоопасным предметом оказался в детском центральном магазине рядом со своим главным зданием ФСБ и самоподорвался. Ему или руки, или ноги оторвало. Жив ли он, неизвестно. Но через 3 дня, буквально 27 августа, через буквально 3 дня, произошло убийство детей в Миннеаполисе, американских. И тоже, знаете, Аят, очень похожий такой сценарий хотят связать с украинцами, с украинскими националистами, с украинскими патриотами, когда вот этот стрелок в Миннеаполисе, у него кириллицей написано, и он пародировал, повторял в том числе за Керченским одним таким же стрелком, как и он. И вот убийство детей произошло. И вроде бы российских детей хотели убить, ну, слава богу, не получилось. И американских, к сожалению, детей убили. И потом убили Порубия, тоже я об этом писал, говорил. И вот смотрите, какая тоже аналогия происходит. В Сиднее 14 декабря убивают 15 человек, в том числе один из террористов нападавших. И среди убитых десятилетняя девочка. Нападают на Хаббат, на еврейскую общину, которая празднует свой еврейский праздник Ханука. И потом это вся Хаббат, большая община. И в России есть большая община Хаббат, тоже очень влиятельная, и в Америке она, и в России есть. И убивают мусульманского мальчика, тоже 10 лет, как убитого там в Сиднее еврейской девочки, 10-летней убитой. И это все начинают транслировать везде одновременно. А мы знаем, что если не хотят, вас никто ни по каким каналам не покажет, если это кому-то не нужно. И вот какое-то страшное время мы живем, время постправды живем, время, когда убивают детей, чтобы обвинить в этом. А российская пропаганда давно хочет натравить на украинских националистов-патриотов и на радикальных мусульман все мировое сообщество. То есть украинские националисты хотят примкнуть вот этим радикальным исламистам и вместе с ними бороться. Не кажется ли вам, Аят, что вот то, что я вот сейчас рассказываю, хоть это и такие единичные совпадения в этом случае, но здесь может прослеживаться такая единая линия для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, отвлечь внимание, привлечь на свою сторону Хаббат, потому что это явно подчеркивается, как будто это как бы месть Хаббат сделана. Хотя прошло 2 дня, то есть 14
в Австралии произошло нападение, и 16-го в Москве, в Подмосковье, в Одинцовском районе произошло нападение на этого таджикского мальчика десятилетнего. Такое совпадение не может, например, Хабад подготовить террориста, который, например, даже если это были бы они не могли подготовить террориста, а есть вот эти такие подготовленные, обработанные сумасшедшие, которому потом говорят: иди, давай, все, запускает какой-нибудь такой механизм, и вот он идет убивать. Да, Как вы считаете, это может быть связано с тем, чтобы да. отвлечь внимание? Вот, Аслан, что вот я к этому добавлю, что ты сказал. Этот мальчик Тимофей, оказывается, выяснилось, что он еврей. Да? Да. И Я не знал. сейчас, но не то, что еврей, но по происхождению, да, что он еврейский. И это сейчас вот получается, как они хотят отвести от себя вину, понимаете? Вот. То есть Да. сталкивают национально. Да. Откуда он там, вроде бы его, это значит уже евреи это сделали. Да, То да. есть вот эти все дела как раз увязаны с тем, что ты Да. говорил. Я сегодня передачу там слушал, высказан по этому поводу. Ну, какое там это отношение? Вопрос, кто бы он ни был, это вопрос этой политики, которую проводит эта империя, так? Да. Это именно это является, какой бы он национальности не был. Это мог быть любой другой национальности человек, но он-то, наверное, русский, но какие-то корни они его отыскали у этого Тимофея, и теперь они говорят, да, это, мол, это вот такую вот сейчас мульку говорят, подсовывает везде и всюду. Так Интересно. что здесь можно говорить вот этим разным фанатикам, для них это как бы пища, они начнут сейчас кричать, орать, это, мол, не так, это снова евреи и такое. Ну, вот это вот противостояние как это, держится, оно порой держится не от того, что там центрально это Россия по всему миру делает. Но там, где можно, они это делают. Допустим, им не надо было, я думаю, в Австралии это делать. Там, это как-то не влияет, это как бы очень далеко. Так? Это они могли бы сделать в другом месте. Так? Но говорить, что но есть, наверное, и другие силы, не только же одна страна, и диктаторских режимов много. И Конечно. те же страны, которые мы знаем, называть их не будем, их много этих стран, которые после Второй мировой войны приняли современное международное право, в котором сказано было, что свобода личности должна быть, а на этой основе все это будет строиться. На самом деле, ухитряясь, уходя от этого, они составили вот такой вот момент, стали противоречить этой свободе личности, международное право не соблюдать, а эти диктаторские режимы сидят, как я говорю, в Совете Безопасности ООН, решают мировые проблемы, они могут поднятием одной руки решить любую проблему, запретить или, скажем, разрешить. Вот здесь вот такая ситуация, конечно, так? Поэтому сейчас говорить, что вот так вот это идет по всему миру и везде, но это вот такая вот пропаганда идет. Посмотри, как у нас вот чеченцы, вот они настолько про нас наговорили, Москва везде наговорила, и через, Да. кстати, своих пособников из чеченцев, из самих чеченцев тоже, в том числе. Конечно. Только наговорю, что мы фанатик, что мы там такие вот, мол, это террористы, бандиты, что только не наговорили. В то время как мы свое государство создавали в рамках современного международного права и не нарушили никакие там пункты, все как надо. А значит, если нас признала Грузия, Украина, еще какая-то страна, нам уже говорят, это недостаточно, понимаете? Это Да. недостаточно. Надо еще больше. А сколько надо, если спрашиваешь? Я разговариваю с ним. А не знаю, говорит, надо еще больше. То есть вот такие вещи. То есть отношения, вот эти вопросы, когда вот будут решаться, и право одного, так, это сегодня получается право больших государств, а они между собой вот так вот бьются, вот так пытаются перезахватить эти все территории. Спрашивается, для чего России нужна Украина или Чеченская республика, или Грузия? Для чего?
Почему она захватывает эти территории? Для чего? Почему? Что у нее мало своей территории? У нее территории больше, чуть ли любые несколько крупных стран не имеют такую территорию, огромную, огромная территория. И она пытается снова их захватить. И Путин пришел и начинает снова вот эти вещи говорить. Разве это красиво? Теперь он начинает обзывать европейских политиков поросятами, или как он там сказал, Под свинками. подсвинками, как А это. Америка, Ну, получается, свинья, получается. да? Ну, в Америка общем, с короче говоря, то есть подсвинка это, я даже не знаю, да, что это такое. Ну, поросята как бы. Ну, это да. оскорбление. Вот до чего дошел. Дошел до уличного вот этого жаргона, который говорил. А этот, как его, м, этот, их один там деятель тоже там оскорбительно высказывался, в том числе и Лавров. Он там говорил этим не балтийским, а вот этим среднеазиатским лидерам: вы должны уважать тех, кто вас, хозяев, должны в лицо знать, типа. Понимаешь, вот сидят, вот такие вещи говорят. Поэтому здесь, конечно, ситуация вот такая. А мы с вами, вот чеченцы и другие, мы особенно сейчас, которые находятся в деле, мы за это мы должны бороться и понимать. Мы должны понимать эту ситуацию, что мы должны делать. И вот, как бы то ни было, вот знание в этой ситуации, и что вот в международном праве есть, что есть, и как к этому относятся другие страны, и какие могут быть шаги предприняты, и что нам надо делать, вот как раз, чтобы мы это не делали против нас, вот против чеченского народа, и даже вот против беженцев наших, столько вот разных провокаций здесь. То это. И здесь некоторые деятели, которые бегали там, тоже хотели быть во главе этих всех свершившихся преступных актов. Теперь они от этого отсоединились, начали по-другому кричать, теперь они демократы, теперь они другое. То есть это надо видеть, вот что надо видеть. И здесь мы должны строго в этом рамке действовать в том направлении, которое необходимо для нас. Да. И сейчас вот мы все эти вопросы не решим. Но главное сейчас думать о том, что вот мы там на Кавказе, особенно сейчас мы можем говорить только о Чеченской Республике, в частности, да, потому что это наша страна, наш народ, в то же время, как мы считаем, что мы, если другие народы сами не инициируют того, чтобы сделать или создать государство, или принятие решений, или если у них нет в этом направлении лидеров, которые бы именно на этих позициях стояли, то здесь вопрос, мы должны своим вопросом заниматься в данной ситуации и в то же время поддерживать все движения, которые есть у этих народов. Наша страна оккупирована, как территории Грузии, как Украины, и поэтому все мы должны действовать и говорить о том, что наша территория оккупирована, и не позволять опустить, скажем, статус нашего народа на уровень общественной организации или какого-то национально-освободительного движения. Мы национально-освободительное движение, у нас было еще 90, до 90-го года, и с тех пор мы создали свое государство в рамках современного международного права. И мы четко должны знать, что все те, которые говорят, мы создадим, там придем новое государство, что это люди, зная или не зная, работают на Кремль. Посмотри, сколько документов разного рода дельцы, которые выехали сюда, от нашего имени, от нашего народа выпускали. Они встречались в Швейцарии, в Лихтенштейне, Копенгагене, потом выпускали какой-то конч, концепцию об условной независимости. И везде, и всюду они принимали эти решения, и где говорили, что мы являемся частью России. Они собирались на каких-то там конференциях крупных, кричали там в Брюсселе, что нафиг нам эта независимость нужна. И эти лидеры, которые там сегодня здесь ездят и кричат, что это, мол, мы там, мол, мы власть Чеченской Республики, Ичкерии, так. Поэтому мы должны понимать, что вот это творится, и эти страны, и эти, так сказать, лидеры, которые с этими, значит, нашими
скажем, отщепенцами работают, да, это о чем нам говорит? Это говорит о том, что им все равно. Им не важно, что у нас происходит. Во многих странах Да, даже. да. Не важно, что происходит. Будь то законная легитимная власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Киви, будь то, значит, какие-нибудь самозванцы, они со всеми работают, со всеми говорят, получают они разные медали, какие-то, значит, удостоверения почетных консулов, как вот, допустим, в Литве сейчас, мне известный такой Мираб Чухова стал представителем Закаевского консула в Украине, так? Да? Так вот они вот эти вещи все делают. Поэтому вот это все мы, наши люди, молодежь, мы все должны понимать, что это такое. И если мы не будем это понимать, то мы будем постоянно в заблуждении и не будем знать, что нам делать. Есть вопросы у кого-нибудь? Аслан? Ага. Нет, вопросов нет, просто комментарии некоторые тут есть. Ну, хорошо тогда. У Я нас тогда потому что время исходит, я об этом говорю. Мы с тобой говорим больше всего. да. Да я хотел еще спросить у вас, вот, Да. вроде бы рассказывали, что все, ИГИЛ побежден, все это разбито, там, и так далее, все вот эти банды в Багдаде уничтожены, все остальное. Но сегодня, вчера США начали бомбардировку в Сирии каких-то там объектов ИГИЛ. Откуда ИГИЛ и почему сейчас? Ну, я не в курсе, я не могу сказать. Это надо посмотреть, что это такое и почему. Наверное, там действующий президент новый, который там, да? Наверное, с его подачи он, наверное, помощь эту попросил, я думаю. Или это Турция. Но это так, это интересы этих, Америки и Турции, видимо, НАТО, это интересы в этом, наверное, там. И, наверное, там остались эти игиловцы какие-то, которые называют себя таковыми. Ну, не знаю, сейчас не могу. Это вопрос сейчас как бы новый, собственно, в этой ситуации. Хотя все, что там было Трампом остановлены, все войны, которые он остановил, они снова, значит, оказываются не совсем остановлены, они снова начинают, снова, значит, воюют, снова нападки делают, и даже тот же Иран снова, говорят, активно готовит снова свою атомную бомбу. То есть все это так, вот это перемирие как бы делал Трамп, а не мир. Полный мир установить в этих случаях трудно, как видно. Поэтому так, наверное, и в Сирии это все происходит. Вот такие вот мнения. Что по нашей теме, что-нибудь? Ну вот у нас что там? Вот там в Литве собрались на конференции в парламенте с всеми. Я видел там. И там вот собрались вот эти все так называемые деятели и со стороны, и там они что-то там собрались. Почему они все там вместе собрались, непонятно. Наверное, там общие проблемы они решали. И левые, и правые из этих, и там и лондонская группировка, и вот это Дырко, Бартмашу, они там как-то что-то, какие-то вопросы обсуждали, что-то делали, выступали. Ну и везде, как говорится, если бы они, конечно, признавали нашу власть, они ее не признают и не признавали до сих пор, то было бы какой-то единый фронт. Но я хочу сказать вот о чем, Аслан, что все наши люди и молодежь, которая есть на Западе и в мире, должны понимать одну вещь. Что сейчас самый главный вопрос, который стоит перед чеченским народом? Это освобождение территории нашего государства для того, чтобы там восстановить нашу власть, которая была избрана в рамках современного международного права в 1991 году. То есть те причины, которые вот столько вот привели к тому, что наши территории захвачены, и там сейчас находятся марионетки, для того, чтобы потом в будущем, ближайшем или чуть отдаленном будущем, чтобы мы могли этот вопрос решать,
нам необходимо решать вопрос о признании нашей территории, подобно того, как Украина признала нас. Мгм. Так, и теперь, когда разного рода самозванцы ездят от имени нашего правительства, от имени нашего государства, называя себя представителями Чеченской Республики Ичкерия, действуют, так, и их воспринимают, потому что те, кто, вот, допустим, вот в Литве они были, почему там, от того, что они там были, по их заявлению, их признали? Нет, не признали. А почему они не признали? Да потому что им все равно. И раньше было все равно, и сейчас все равно этой власти. И там, и в других странах это все равно. Но есть, конечно, и политические движения, и есть власти, которые хотели бы это решить, но им не удавалось. Но когда вот туда приезжают вот такие вот люди, которые не имеют полномочий от нашего народа и говорят от нашей власти легитимной, которые сами себя называют и первые, и вторые, и третьи властью чеченского народа или еще кем-нибудь, то это получается, что ну, в общем, какой-то кошмар. Вот что. А мы должны понимать, что если это не будет власти, представители власти нашего государства, все остальное нами воспринимается с большой критикой и сожалением, когда эти власти так принимают этих людей и действуют. Но в то же время, конечно, здесь есть какие-то ходы, которые позволяют им в этом участвовать. Наверное, пока не хотят. Но мы хотим предупредить, что нужно знать, с кем они имеют дело. Вот такая ситуация, Слав. Мгм. Спасибо, Аят. Есть вопросы, друзья? Давайте. Я уже задал все, которые хотел задать. Аят, мы уже почти час в эфире. Если Ага. нет вопросов, предлагаю закончить сегодняшний наш стрим. Ну, давай закончим, если нет вопросов, закончим. Баркал, Аят, спасибо вам, Аят. Баркал, всем спасибо за то, что слушали. Удачи всем, всех христиан, которые будут праздновать Рождество. Их поздравляем с их праздником Рождества. Всего хорошего и удачи и мира на нашей планете Земля. Аминь, аминь. Спасибо, присоединяюсь, Аят. Присоединяюсь. И по поводу нашего опроса. Из 102 голосов «да» ответили «НАТО – следующая цель России», и «нет» ответили 60%, что «нет», они так не считают. Всем спасибо. Аят, спасибо еще раз. Адикёль Машоль. До завтра, наверное, на чеченском языке. Давайте. Ага. Адикдар. Адекватно.